ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Среда, 17:00. Городадминистрация. Общественные слушания по вопросу внесения изменений в правила землепользования и застройки МУГО-Ухта. Центральная тема – строительство нового храма на территории города. Его планируется возвести на южном склоне вдоль улицы Интернациональная, на Горке. Культовое сооружение рассчитано на 250 человек. Габариты 8 на 21 метр, один купол, высота этажа 3 метра. К храму прилагается одноэтажный хозблок и благоустроенная территория с парковкой. Единственный вопрос вызывает дорожная развязка. По мнению специалистов, ее необходимо корректировать для безопасности. Проект комплекса по заказу изготовила фирма из Санкт-Петербурга, а позже настоятель и инициативная группа обратились в администрацию с просьбой выделить землю. Мы собрали первоначально 300, не буду врать, 5, наверное, подписей от прихожан. Они были приложены к документам, которые мы подали, На общественные слушания поддержать проект пришла часть подписавшихся. Люди уверены, что храм не только нужен, но еще и облагородит внешний вид города. За выделение земли проголосовали единогласно. В этом районе люди, которые проживают, верующие люди православные, они далеко им добираться до Зеленого, до храма, Пресвятой Богородицы, до Стефановского храма. То, что говорили о шаговой доступности, я считаю, это нужен, там необходим храм, во-первых. Во-вторых, он действительно это место украсит, потому что и въезд в город также, я думаю, будет виден. Идея построить храм возникла вместе с созданием прихода в конце 2013 года. С одобрения епископа Петерима решили делать. Строить храм планируется исключительно на пожертвования прихожан. Стоимость проекта 3 миллиона 111 тысяч рублей. С учетом инфляции цифра может вырасти до 5 миллионов. Как заметил настоятель Яков Язов, необходимая сумма уже есть. Посмотрите, сколько бывает людей у нас на Пасху, на Вербное воскресенье, на Богоявление за водой святой. Сколько людей приходит. Хотя бы даже на проруби, на крещение бывает. Это все православные христиане. Хватит им? Хотя бы 3000 человекам наших всех храмов, которые сейчас есть на территории Ухты, хотя бы 3000 человекам не хватит. На сегодня в Ухте уже функционирует 3 храма, плюс еще один недостроенный крупный объект на Зеленого. Однако Яков Язов уверен, одно другому не мешает, и новый храм построят, и долгострой завершат. При удачном стечении обстоятельств культовое сооружение на Интернациональной откроют в ноябре 2016 года.